Добрый вечер выходного дня. Я Петр Цепангин, программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. К сожалению, наше якутское короткое лето закончилось, и мы начинаем осеннюю версию наших программ. Мы находимся сейчас в уютной гастростудии ресторана «Мусхая» в гостях у нашего друга Семена Тарвахова. Семен, приветствую. Столько лет, сколько зим. Да, и к нам сегодня наш первый гость нашей гастростудии Владимир Яныгин, очень увлеченный человек. Представлять его очень сложно. Он учитель ОБЖ школы номер 30 города Якутска, это первое. Второе, он участник экстремальных заплывов, это второе. Вообще сам по себе экстремальщик. И еще руководитель военно-спортивного клуба «Сокол». Кажется, все правильно сказал, да, Владимир? Да. Владимир, как я и объяснял тебе до начала нашей передачи, в общем, у нас концепция нашей программы – это кулинарное ток-шоу. Мы зовем гостей, просим, иногда заставляем их что-нибудь приготовить. Все это вместе пробуем и съедаем, да. Ну, вот, очень хорошо. Да. Очень хорошо. Хорошо, что вы уже веселитесь, да, потому что на самом деле передача должна быть веселой. Итак, с чем вы к нам сегодня пришли? Что вы с собой? Так, ну, я буквально вот недавно вернулся из большой экспедиции по Красноярскому краю. Это у нас Красноярск, значит, Норильск, Дудинка, Диксон. Это вот полуостров Таймыр такой у нас есть большой. И мы там участвовали. Таймыр — это где очень много рыбы. Таймыр, да. В Диксе значок был такой, Таймыр, и там рыба прям нарисована. Так и есть, это символ, да, Таймыра, полуострова Таймыр. Вот, очень красивые места живописные, конечно, там и тундра, все вот это вот, и они очень рыбные, эти места вот. И вот мы, как бы, живя на севере, вот, в нашей республике, вот, и попав тоже, так сказать, в один из таких красивейших уголков нашей страны, вот, тоже, кстати, любим рыбалку, вот, и сегодня, значит, я вот там хочу немножко, как бы, показать приготовление рыбы, это муксун. Так. Вот, мы приготовили муксун, потому что там очень много рыбы. Вот там север, это Карское море, это одно из самых холодных морей Северного Ледовитого океана, вот где мы были. И наша экспедиция, она вот была посвящена 90 лет полярной авиации. Вообще? Да, вообще сама экспедиция. Вот. У меня очень много вопросов, мы еще к этому вернемся. Хорошо, хорошо. Так, передача у нас вроде как бы и длинная, но иногда бывает, что просто времени не хватает. Да? Так что я предлагаю все-таки приступить. Семен, да, что мы делаем? Так, ну я вижу, это муксун северный, да? Так, и сегодня мы, наверное, ее запечем. Вы не против? С удовольствием. Давайте. Добавим немножко овощного гарнира. Вот на эту доску это будет сегодня наша Владимир тоже тарелка. Что-то с собой принес. Да, очень интересная. интересная. По-моему, есть история. Да, можно показать ее. Да, вот можно показать. Это вот Сергей Комков, тоже мой друг, путешественник. Вот он любитель тоже экстремального туризма. И вот делает собственными руками вот такая его разработка. То есть это для строганины сделана такая вот доска. Вот. Можно и карасей жареных, и мясо жеребятину, и вообще все, что угодно. Да. Сервелочный такой. Да, такая очень интересная штучка. Получается выемка для строганина, да, уже? Да, голову сюда рыбу вставляете, это самое. Соль, перец. Да, это все уже, так сказать, такое уже. Классно. Так, ну давайте приступим. Возьмем рыбу. Вы уже, получается, вчера ее подготовили? Ну, я ее расставил, это самое, все, она уже у нас уже распластовали. Уже, так сказать, готова. Ну, надо будет немножко убрать боковые кости. Вы подготовились основательно. Да. Так, давайте поменяемся местами. Да, давайте местами поменяемся, чтобы я вам не мешал. Семен, ты, наверное, сюда, а я вот сюда. Хорошо. Владимир, традиционные вопросы, которые я не могу не задать. Да, вы расскажите немножко о себе, чьих будете вообще? Откуда родом, да, как дошли до такой жизни? Ну, обычно мы это так. Так, ну у нас тут ходить далеко не надо, все мы родом с нашей любимой республики. Ну, я не знаю, может быть, приезжие, там, не знаю. Алекминский район. Вот, и какой? Алекминский район. Да, поэтому у нас охота, рыбалка, это, по-моему, любимое занятие. С кровью и с молоком матери. Любого, по-моему, жителя нашей республики, который корнями здесь находится, вот, значит, так. И мы вот ездили на север, вот, в сторону Диксона, да, ребята, вот, и здесь меня удивило то, что там вот рыба, за которой мы тут гоняемся, за которой мы, так сказать, выезжаем на какие-то большие там такие длительные поездки,
Вот. А там получилось так, что рыба прямо возле берега, она выпрыгивает. Вот, Выпрыгивает. Чир, муксун, там, ну омуль, в основном там омуль, конечно, вот он очень такой распространенный там вот в этих краях. Вот, и меня поразило то, что рыба, она прямо возле берега вот так вот плещется и прямо крутится. Вот, и... Просто бери и загребай. Да, просто можно ее вот там, не знаю, там с очком или чем-то раз ее черпануть и на Но берег. вы были, наверное, когда уже массовое движение уже рыбы, наверное, было. Наверное, Ну, то это у нас был август месяц. Вот, да, и... да, как раз рыба выходит Да, именно, да, с моря, с скорее моря всего. выходит. Жирная, наверное, да? Жирная, капитально она там, Ага. конечно. Вот у нас здесь с севера вот нам уже привозят, вот с Тикси, там Морской умуль. да, морской умоль вот привозят. И она у нас здесь в продаже в основном бывает в зимний период такая вот жирная. Вот, осенняя она как бы не очень, да. А там она вот летом, елки-палки, она такая же жирная, как и у нас вот зимою. Поэтому, ну, все-таки море одно, это вот берег Карского моря, это одно из самых холодных морей Северного Ледовитого океана, вот, где нам и пришлось даже поплавать. Вот, то есть у нас такая экспедиция была достаточно интересная, вот, посвященная 90 лет полярной авиации. Вот, и, естественно, Республика Якутия, она без этого тоже никак не обходится, потому что все-таки мы тоже очень северный регион. 90 лет полярной авиации, это, подождите, ну, с 20-х годов, получается. Да, там, да, и в этом... Чкалов, все дела, да? И мы, значит, здесь вот у нас экспедиция была с разных регионов Российской Федерации. Это Красноярский край. Сборная команда такая компания. была, да. Это Красноярский край, Пермь, Москва, Благовещенск. А кто Вот главный Якутск. организатор? Главный организатор у нас является Александр Брылин. Это человек, который проживает, значит, в городе Благовещенске, вот, и организует вот такие вот большие экспедиции. Вот. И у нас вот в Якутске здесь тоже проводит ежегодно День полярника. Этот День полярника мы проводим его в мае месяце. Вот День полярника организует спорткомитет наш. И большой вклад, конечно, сюда внес Владимир Членов. Вот. Царство ему небесное, вот Владимир Членов, он, конечно, большую роль сыграл вот в этом, в организации вот таких вот мероприятий. И сейчас вот это вот мероприятие День полярника у нас отмечается ежегодно. И мы на 202 микрорайоне, там в районе городского пляжа, там проводим заплывы. Вот на первый лед 3 сошел, дистанциях, да. Первый лед сошел, то есть я почему слышу это в мае, ну в мае вроде как бы лед, да, говорит, Да, заплыв. да, Ну, то есть именно вот этот протока лед ушел, и вы заплывы уже пошли. Да, и там уже у нас желающие могут принять участие в заплывах, там дистанция 50 метров, 70 и 100 метров. Вот. И, Так в воду зайти, наверное. ну, воду тогда там надо немножко иметь Под- какую-то подготов- смелость, да, какую-то смелость, подготовку, да. решительность, чтобы в холодные воды нырнуть и благополучно преодолеть определенную дистанцию. Вот. И плавать приходится, да, со льдами. Вот, на берегу еще лед лежит, Отталкивая от себя. отталкивать там ногами, руками. Но нет, такого у нас сейчас здесь не бывает, вот, потому что нам все-таки МЧС, служба спасения, они делают так, чтобы все было четко, без лишних... Ну, без эксцессов, чтобы Да, всё да, и чтобы люди просто поучаствовали, проплыли, проверили себя, вот, свои возможности своего организма, вот, ну и, конечно, привлечь молодежь к такому холодовому плаванию, потому что все-таки мы живем на севере, и мне кажется, что, Не дай бог, в лодку упадешь, попробуй-ка, да? конечно, у нас же Да случаев что-нибудь уже много, такое. у нас же республика такая рыбацкая, охотничья, там, туристическая, вот, и поэтому Ну, очень весь, много... весь, да, весь север этим живет. Да, и Ну у нас что вы, это люди, не секрет. конечно, без того, чтобы не попасть там в ледяную воду, по-моему, редко кто это... Слушай, а остается. допуски какие-то специальные нужны к этому, да? Ну, не каждый же может. Я, например, приду и скажу, а дайте ко мне, я сейчас попробую, да? Ну, да, что Ну, со мной здесь случится? главное вот принять, если участие вот в таком заплыве в небольшом, там, ну, на 50 метров проплыть, это там меньше минуты уйдет туда-обратно, там, то есть это, в принципе, не так, Ну, это не так много. там для судорогой начала. схватишь, да? Там, ну, там Нет, здесь, спасатели дежурят. здесь, по-моему, самое главное, вот, чтобы, если, допустим, вот так вот проплыть для себя, вот, да, это чтобы у человека не было собственного страха. Понятное дело, что он все равно как бы присутствует, вот, как бы, да, вот. Но тут главное не бояться. Если человек боится, лучше не залазить и этого не делать. Вот. А когда человек чувствует в себе какие-то силы, какую-то уверенность, то почему бы и нет там проплыть там. Ну, там же без специального оборудования, без костюмов, просто... Без костюмов, да. Вот. Разделся, И- пошел. Да, и есть специальные гидрокостюмы еще вот. Не, ну есть, да, бывает. Там но- горячую воду там, с Ну мылом, да, да, там тоже заливают. своя специфика. Вот. Ну, здесь у нас все как-то гораздо проще, и как-то так это мы
Вот. Пришел, машины вылез, проплыл обратно. У нас же есть Сахамажи, это самая Да. группа, такая вот организация, это самая, и проводят постоянные заплывы. Они в районе городского пляжа, там оборудуется место для... Ну, такие эти, купили. Да, место для купания. Вот. И они в течение всей зимы там купаются. Вот. Поэтому вот здесь... Ну вот с крещенскими этим же никак не связано. Там бывает же вот купили, Ну да, организовывают. крещенские морозы тоже как бы дело интересное такое, оно раз в год происходит. А здесь постоянно вот как бы холодную воду на себе испытываешь, вот, проверяешь свой организм. Это утром, вечером постоянно вот, либо холодной водой обливаешься, либо вот, ну, можно в ванне где-то, либо на улице. Сейчас вспомню, как детка, да? Детка, да, Детка, система да. детка, вот Порфирия, ну, вот я лично по ней вот занимаюсь, то сам, вот с нее начал, как бы, и в итоге вот в этом году у нас, когда Александр Брылин приезжал сюда к нам проводить День полярника, вот, и здесь мы, как говорится, занял второе место, вот, и пригласили меня для участия в экспедиции То есть на Диксон. по заплыву вы заняли? Да, по заплыву. Ну, надо поздравить. Ну, то есть то, что вы участвовали, заняли какая-то, ну, то есть послужило этим катализатором, да? Да, у нас Якутская Арктика тоже помогает в этом плане, вот, в качестве организаторов являются. Ну, то есть получилось как-то, посмотрели, второе место. О, красавчик, ну, пошли с нами, да? Ну, Ну, условно так. Типа того, да. Типа того, да. Ну хорошо, мы Вот. вот, получается, рыбу Так, подготовили. ладно. Так, немножко, Отвлекемся. Хорошо, хорошо. Мы... немножко добавим оливкового масла. Так, Так, можешь, пожалуйста, передать мне лимон? лимон. Да, Так. вот этот. Так, мы сейчас Лимончик. немножко, как говорится, взбодрим. Рыбку. Да. Так, ты, Семен, главное объясняй. Вот так я поставлю. Да, мы вот буквально возьмем 2 зубчика чеснока. Вдруг кто не знает, Семен шеф-повар этого ресторана, так что можно ему полностью довериться, да? Немножко А, его подрежем. Буквально слегка выложим. так, на противень. И подготовим лимон. Лимон. Я как полагаю, вы уже научились пластовать это уже с опытом экспедиций. Ну, у нас, Выловили да, рыбу, нас еще быстренько сделали. Там еще встречались с пограничниками в Диксоне, потому что туда просто как бы не попадешь. Да, там же Вот. запретная зона. Да, Ну, запретная. то есть военная зона, Да, специально там пропускают, всё нужно брать. специальное разрешение вот для именно вот Ой, лимон поездки тоже на запахло. Диксон. Вот. Ну, как в Тиксе наш. Да, То есть да, специально да. надо брать Да, это. это закрытый такой регион. И там, значит, пограничники тоже вот нас научили готовить рыбу на костре. Тоже такой интересный способ. На доске ее также вот разделываешь ее все. И потом деревянные, значит, палочки втыкаешь ее. И на углях, на костре, значит, и эту Ну, рыбу готовишь. Да. я видел такое. Да. Посолили, На углях поперчили. просто так Да, поставили. на углях. И она получается очень вкусная такая. Тем более рыба там очень жирная. То есть получается, Рыба как, вообще- получается как шашлык из рыбы, да? Да, шашлык, и там, когда вот она печется, жарится, с нее прямо так аж сало течет, капает, это прямо Жирно. ощущение такие вот, костер и с таким, там это самое, да, с шипением, с таким вот, на угле это все когда падает, это, конечно, очень зрелищно и аппетитно это все выглядит, и потом, когда уже, так сказать, все натуральное, чистое и экологически чистое, и поэтому, мне кажется, это вот. И хотелось бы, конечно, чтобы и у нас река Лена тоже была экологически чистой и без... Но пока так и есть. Да, А вы без- знаете загадку про рыбу? Семен, может быть, тоже знает. На одно слово начинается отгадка, да? Какая самая вкусная рыба? Долго гадали, там, всякие рыбы, нельма, это, самой пойманная. Ага. А потом брат мне говорит, свежая. Самая вкусная рыба свежая. Вот поймал, тем более, если ты сам поймал, Да, вот да. да, вот это, всегда конечно, же так. да, это очень дорого стоит, вот, потому что вот хотелось бы, чтобы вот дети нашей республики, они тоже, как вот, я работаю учителем в школе, вот, и мне хотелось бы, чтобы родители, отцы, особенно вот они как-то вот детей своих приобщали тоже вот к рыбалке, к охоте, вот, и через это вот как раз у человека возникает любовь к природе, любовь к своей малой родине и любовь к родине, вот, потому что когда человек любит свою природу, свое место, где он родился, естественно, он и будет в дальнейшем и защитником, и патриотом. Вот. Ну, Поэтому да, хотелось- корни и преемственность, Да, скажем так. тут, конечно, вот хотелось бы, чтобы у нас как-то вот, поддерживалось всесторонне. Вот, и ну, республика наша сама по себе очень живописная.
Вот. Понимаю. И богатая на растительный, животный мир, также и на рыбу. Вот. И, конечно, хотелось бы, чтобы это все сохранилось. В этом году у нас очень сильные пожары, кстати, были. Вот это вот как-то вот, мне кажется, больно сказывается на все. Вот. Так, а между тем, Так, наши рыбы уже готовы для запекания. так, а можно я фотку сделаю? Я всегда люблю это фотографии делать. Опс, мне разрешается это делать. Опс. Один кадр. Так, ну что, уже как? мы закладываем Закладываем. и приступим к гарниру. Так, мы засекаем время. Да, И буквально. на какое-то время. Да ты поставил На, совсем- на 180 градусов. 180. Передай вот как раз картофель. У нас картофель на гарнир Да. пойдет. Картофель в мундире. Да, и вот... Вот это? Да. И лук Хорошо. передай тоже. Мне нужно помогать? Вот это? Нет, лук. Лук. Хорошо. Вот тут уже немножко их подготовили. Ага, тоже все Лук готово. мы пока подрежем. А вот хотел бы спросить, в домашних условиях что вы любите готовить? В домашних условиях, ну, для меня вот как бы, поскольку вырос в деревне, в населенном пункте, и где у нас дед разводил и держал лошадей, вот отец сейчас у меня, брат продолжает эту традицию вот, разводить лошадей, вот то это жеребятина. Жеребятина, конечно, это самое первое блюдо, вот, которое у нас на столе. Вот, Вот, потому вот что- на семейном вашем столе. Да, на семейном столе у нас жеребятина, конечно, это вещь такая, вот рыба, понятное дело, что по возможности там, да, вот, но жеребятина это отдаем, конечно, большое предпочтение. Вот, в любом виде это, ну, обычно ее как бы готовишь, когда времени мало, вот просто мясо достаешь его, в воду, отвариваешь бульон, и это мясо в горячем, холодном виде, неважно, это сам вот его это ешь вот. То есть даже без дополнительных приправ различных, это самое, то есть чтобы вкус вот этого мяса его как бы не перебить, вкус жеребятины. Вот. Ну а если есть, конечно, там какое-то время там или, допустим, праздник там и так далее какой-то, вот, то, конечно, здесь уже разносолы из жеребятины всевозможные, то есть то как вот. И у меня, конечно, такое вот желание, вот вообще, поскольку я работаю все-таки в школе с детьми, вот хотелось бы, конечно, чтобы у нас в школах республики жеребятина была одним из основных блюд. Вот, то есть, ну, мясо из жеребятины, оно как бы это самое входило в рацион питания наших детей. Вот это Так, вот для меня, так думаете, конечно, да? Да, мне То есть кажется, вы адепт именно жеребятины. А почему именно жеребятина? ну, жеребятина, во-первых, мясо не привозное. Это экологически чистое, произрастающее в нашей республике. Ну, свое. Свое. Ага. Естественно, вот эти все наши луга, поля там, где пасутся лошади, они все, скажем так, экологически чистые. Вот пока еще республика не совсем так этим промышленностью загрязнена. Вот поэтому есть возможность еще пока это все. Как говорится в народе, не пичканное Да, мясо. без всяких Без химии. Без химии. безо всего. И вот хотелось бы, конечно, чтобы наши дети, пока еще есть такая возможность, вот больше ели такого мяса. Экологически чистого, своего. И плюс ко всему, конечно, если бы была эта поддержка со стороны правительства, вот такая программа вот, целенаправленная, то есть Ну да. можно было бы тогда развивать и сельское хозяйство вот именно В сторону жеребятины. в сторону жеребятины, да, то есть закупать Министерство образования, допустим, там закупало бы у производителей жеребятину и в столовых города Якутска для детей, мне кажется, это было бы очень... Оно же тем более диетическое, это мясо жеребятина, и мне кажется, это было бы вообще такой идеальный вариант. Вот. Ну, я тоже так думаю, потому что с экономической точки зрения даже, да, ну, специальных хатонов не надо строить, сено косить Да, это лошадям само не собой. нужно, они сами по себе пасутся. Да. От волков отгонять, да и все, да, ну, условно. Мгм. Ну, фактически, да. Потому что все равно, как бы, мне кажется, чем там бразильскую там, или какую-то там говядину там есть, мне кажется, проще. Новозеландскую, австралийскую. Да, там кенгуру и все прочих, это самое, поэтому лучше жеребятину свою родную. Вот. А тем более, мне кажется, дети к этому очень быстро привыкнут. Мясо очень нежное, вкусное, питательное, полезное. У нас на севере, мне кажется, это самый такой оптимальный вариант будет. И дети будут крепче, здоровее. Вот, мне так кажется. Так кажется. Владимир, а как вы стали учителем? Ну, почему именно такая профессия? Учителем, Да. учителем Вот вы коснулись же, что ситуация, детей да, учат. ситуация такая достаточно была интересная. Вот в один прекрасный момент, вот как бы у меня была идея пойти в МЧС, в службу спасения. Вот почему-то. Ну, то есть все равно в сторону вот, ваших увлечений, да? Ну да, какого-то То есть- экстрима, что-то такое. Да-да-да. Вот. И здесь в службу спасения меня не взяли, потому что сказали, пока еще у нас штат полный, поэтому... Это получается на стадии становления. Да, на МЧС, стадии становления ЧС, и я подумал, что я там буду полезным.
В начале 2000-х где-то вот. Да, это вот когда только у нас сформировалась, образовалась эта служба. Вот, у нас тогда вот город Ленск еще это самое тоже попал под затопление. Вот. Я думал, буду полезный там, но поскольку штат был набран, и поэтому второй вариант был у меня это в школу. Вот, меня моя очень хорошая знакомая вот пригласила в школу, и я думаю, ну почему бы нет, попробуем. И в школе вот начал заниматься как раз вот организацией военно-спортивного клуба, вот, с которым, так сказать, прошли очень много Перчатки. синие. различных мероприятий, участий. Так. Вот. Перчатки. И почему, значит, ОБЖ, ну ОБЖ предмет такой, мне кажется, очень интересный сам по себе. И когда человек увлеченный, вот, когда он на себе проверяет какие-то суровые стороны, там, природных условий, каких-то там экстремальных каких-то условий, да, потом, мне кажется, интереснее с детьми на уроках общаться, когда ты через себя очень многое пропускаешь. Ну, через призму своего опыта. Ну, Да, то есть, конечно. Да, было бы сложно, допустим, человек, который вообще не знает, в лесу не бывал, ну, начать вдруг это ОБЖ преподавать. Да, Правильно? там что-то рассказывать, там, Да. Костер не может да, разжечь, и вдруг. не зная, как это все. Слушайте, а по-моему уже, вот я в школе учился, ОБЖ было, потом, по-моему, убирали и обратно вернули, да? Ну, Или такие как? времена были, да, у нас даже вот НВП, начальную военную подготовку. Да, тоже НВП её- было, да, мы там калаш Да, разбирали, все ее дела. Ну. убрали, вот, но сейчас ее вернули в программу ОБЖ 10-11 класса. Вернули. Вернули, да. А, ну то есть все-таки это государство смотрит, наверное, потому что тут военная обстановка начинает что-то накаляться. Из-за этого, может? Но все равно, мне кажется, Не, ну, а- защита Отечества – это Да. святой долг любого гражданина. Но в Америке, например, бойскаутское движение вообще же всю дорогу, там они прямо учат детей, там как выживать и все прочее. Но у нас сейчас вот направление такое, что в республике это вот идет юнармия, потом, значит, авангард, вот сейчас новое движение, направление такое тоже получило свое развитие. Вот, ну, потихоньку занимаемся. Вот. А военно-спортивный клуб как давно основан и чем вы там занимаетесь вообще? Кто туда ходит? Ну, военно-спортивный клуб у нас ребята ходят Дети? дети, это начиная с 6 класса, 6 по 11 класс. Вот. Мальчики, девочки там значения не имеют. Главное, чтобы желание было у детей. Вот. Потому что по как сказать, по участию в соревнованиях различных детям присваиваются разряды, допустим, по пулевой стрельбе, если ребенок хорошо стреляет. А у нас республика вообще стреляющая, я считаю, что Ну, Якуты пулевая вообще, стрельба белки в глаз это про да, якутов. пулевая стрельба в Якутии у нас, это, мне кажется, номер один должно быть. То есть каждый, так сказать, который ребенок там, или там, взрослый человек, который, имея определенные навыки, он, мне кажется, должен это самое, уметь стрелять, обращаться с оружием. Вот, тем более в наше, так сказать, неспокойное время. Так, Вот. да. Так, ладненько, не будем об этом. А почему нет, как говорится, да. Так, у нас, вернемся к заплывам, значит, на Диксоне. Вот у нас Вот, от начала расскажите, пожалуйста, про это путешествие, потому что вот вы же сказали, вы участник заплыва, вас пригласили, и вы, кто-то был организатором, и вы пошли туда. Цель Цель нашей поездки была этой экспедиции на Диксон, это значит, как сказать, разместить памятную доску Марку Ивановичу Шевелеву, это летчику полярной авиации, вот, который, значит, на Диксоне мы торжественно установили эту памятную плиту, вот, и к этой дате, 90-летию, мы, значит, решили проплыть с острова, значит, где находится аэропорт, вот, значит, до самого поселка Диксон. Там дистанция 3 Диксон. Ну, то есть, километра. Да. почему Диксон называется? Потому что это крайняя точка, куда вы должны были дойти, да? Так Ну вот. да, это у нас Ну, крайняя то есть, точка была грубо нашей говоря, как экспедиции. Париж-Дакар, да? Ну, то есть Диксон. Ну, типа такого. Наша задача была, там есть такой пролив Вега, его расстояние составляет 3 километра. И вот наша задача была этот пролив преодолеть вплавь, вот эту дистанцию. Вот. И посвятить этот заплыв как раз вот 90-летию полярной авиации. Вот. И что мы успешно сделали. Вот, большое спасибо, конечно, там администрации поселка. Даже глава вот, поселка Диксон, он бывший пограничник, вот, и он тоже решил проплыть первоначальную дистанцию. Вот, там где-то у нас порядка 100 с лишним метров была дистанция в холодной воде. И тем самым, конечно, вот местные жители, они, мне кажется, очень сильно впечатлились таким поступком своего главы.
Вот, и мне кажется, он уже... Показал так сказать, пример, Да, он показал пример, и мне кажется, он рейтинг свой очень хорошо поднял тем самым. Голова поплыл, и всех жителей бросились в воду, нет? Нет, зрители, дети там все посмотрели, все, конечно, да. Вот. И пограничники это дело все посмотрели. Вот. И когда вот мы сам заплыв проводили, плыли, значит, с острова до материка, вот, к нам из любопытства начали подплывать нерпы. То есть это вообще такое удивительное зрелище было. Вот. И эти нерпы, когда подходили, то одна, то Но другая они подплывает. же безобидные. Ну, они безобидны, но я не знаю, насколько это все в открытом океане, в открытом море Ну, происходит. то есть как себя поведут, еще непонятно. Конечно, и мы как Они же, ну, то есть величиной человека же, да? Ну, то есть, Ну да, она где-то примерно, да, где-то он ростом, наверное, чуть меньше, меньше человека вот будет. Но все равно как-то вот ощущения, конечно, не из приятных были. И вода, во-первых, ледяная, холодная. Когда воду вдруг начнут топить. прыгаешь, да, у тебя сразу все, и дыхание сжимается, и грудная клетка меньше становится, и дышать трудно, и вода становится тяжелой такой. Вот когда плывешь, вода тяжелая. Вязкой. Ну. Да, она тяжелая такая. А потому и что ты как-то вот- кровь сгущается, наверное, и все Да, тяжело и дается. Ну. это, сама вода такая вот, она холодная, и как-то вот когда плывешь уже чувствуется вот как-то, ну, некомфортно, это мягко сказано. Вот. И, вот. А тут тем более еще вот эти вот морские животные, которые, ну, которых мы не знаем, как бы так вот никогда не встречались. И эти повадки, вот насколько они будут адекватными, тоже мы. И пытались мы что-то лодками отгонять их с катерами. И вот у нас был катамаран. Вот катамараны, лодка, Веслами. Казанка 5, да. Мы попробовали их отгонять, но они ныряют очень глубоко. Они подныривают и обратно тут выходят. И когда пловец Ну, приехал, им скорее любопытно просто. любопытно было, да. И вот когда у нас с нами в команде еще девушки были, пловцы с Красноярска. И вот и они, мы пытались от девчонок их маленько отогнать. Да. Вот, потому что мало ли что, когда человек плывет, и тут бац, кто-то там тебя задел, там, или, не дай бог, там укусил, там, и это ощущение, мне кажется, неприятное. Или наверх, да? Ну, Да, и поэтому мы пытались их отогнать, но нерпы, они на это не пошли, они давай нырять, уходить. И потом уже, Подумали, игра какая-то да, началась. и потом уже у нас девчонки, они поменяли стиль плавания, и нерпы уже начали с ними играть, резвиться. И они подплывали очень близко, даже вот, было такое, да, что-то расстояние там, ну буквально там сантиметров, может быть 10-15 всего человека. Вот, И вот так, да? Да, и они прямо рядышком вот тут ныряют, выныривают. Вот, Кадры такие, это есть, да? есть кадры, есть, Ох, это самое, да. мы потом покажем. Да. Очуметь. И у нас, когда я вот плыл тоже это самое, у меня получается нерпа, вот она буквально, ну метров, может быть 10, наверное, от меня вылезла, показалось, они такие, как инопланетяне, вот первое ощущение такое, вылазит из воды, вода сама черная такая, еще существо такое вылазит черное, глаза круглые такие, усы торчат, и это, конечно, интересно, как водолазник какой-то такой, ну, как инопланетянин, наверное, да, раз так, вообще как-то... Думаешь, что мне снится это или Да, нет? это вообще как-то ощущения, конечно, испытываешь такие интересные. Вот. А потом, когда она уже тут выплыла, я говорю, ну ладно, мы уже поняли, что они к нам относятся дружелюбно. Я говорю, ну давай, подплывай поближе, я хоть тебя маленько поглажу, там потрогаю вот это. А она раз и из воды еще выше, вот так вот, хоп, и чуть ли, стоит там, да? чуть ли не наполовину так вылезла, раз, и обратно в воду сыграла, и все это. И вот мы пока за этими нерпами наблюдали, пока плыли до берега, смотрим, у нас пограничный катер от берега отошел и возле нас тут проехал и куда-то плывем, доплывем, смотрим. А он, оказывается, там, когда мы уже вышли на берег, погранцы, оказывается, они белого медведя отогнали. О, Там в это время белый медведь ну да, потому что ходил. я как раз про это хотел спросить. Да, Потому и что там, если есть получается, нерпа, вот эти- обязательно белый Да, медведь. нерпы, когда сюда стянулись, это самое, Мишка сразу это дело засек, потому что на острове здесь находилась метеостанция, и на метеостанцию туда каждый день приходил этот белый медведь. Вот. А тут тем более такое скопление нерпы, и все, и он, естественно, сюда подплыл, и пограничники, они хорошо это заметили это дело. И Да, быстренько ну, накатили. Мишка-то издалека чует, что-то движуха Конечно, началась. да, да. это самое. И поэтому вот для нас это мы вот в поселке тоже был такой случай, вот, когда, ну это уже где-то перед этим еще, вот когда мы только приехали, там емкости стояли, большие емкости под горючку. Вот, ну они старые эти емкости, там не знаю. Вот. И я смотрю, там народ сидит на этих емкостях. Народ сидит прямо высоко, туда залезли, и там сидят, что-то кричат. Ну, от нас где-то, ну, метров 500, наверное, это было от нашего чума, где мы жили, до этих емкостей через пролив. Тут. И я что-то понятия, я думал, там то ли сварочные работы, может, какие-то делают, то ли что они там лазят.
А оказывается, ситуация-то была такая, что туда белый медведь пришел. А они... И люди туда залезли на эти емкости, а от Мишки спрятались. Вот у нас эти кадры есть, а потом это самое тоже... Да, да, в кадр надо Да, будет в кадр описать. сделаем, покажем, да. Вот. И символ Диксона белый медведь. Ну, Вот, это тоже такое-то. Вот. И там даже вот мы когда были в школе, школа очень интересная такая, каменное здание, оно 4-этажное. И в этой школе, когда только в школу заходишь, сразу висит большой плакат о том, как вести себя при встрече с белым медведем. Прямо вот. там, скорее всего, что не нужно делать, в первую Ну, очередь. что нужно, что не нужно, да. Вот, и там это все есть, это самое. Мы можем даже потом программу тоже ради интереса, Да, показать, да? да, показать. А что Это мне нужно делать? Что нужно делать? Не Ну, бежать. Не поворачиваться задом и не бежать. Самое главное, по-моему, вот это. Что такое? У нас рыба уже почти готова. Рыбка уже Так, готова. наша. и вот такие вот интересные моменты, конечно, там достаточно часто встречаются. Вот, и местные жители, они уже вот с маленького возраста знают, как себя вести при встрече с белым мишкой. Потому что это, оказывается, не фантастика, это реальность, в которая порядке может вещей. практически каждый день такое быть, происходить. Да. Суровые красноярские ребята, да? Суровые, да, там это. Ну, конечно, вот были в Дудинке, это столица полуострова Таймыр, вот, это где приходят туда эти ледоколы, вот большие, вот, тоже достаточно интересное такое. И сам вот этот город Дудинка, он такой интересный тоже, вот, как бы северный поселок. Музей там очень хороший, музей Таймыра, вот, там как раз вот их быт, рассказан быт, охота, тоже вот рыбалка, там история, тоже очень интересно. Мы снимки, потом фотографии, я думаю, туда с этого Да, музея тоже вклеить, ага. Да, тоже туда в передачу поставим, это самое, вот, чтобы людям было интересно посмотреть. На самом деле, конечно, да, очень интересный быт, и хочется туда почему-то мне вернуться еще раз. Я вот побывал, посмотрел, вот, и в Тиксе у нас, вот, и на Диксоне, вот, это север, конечно, он манит. Север манит, притягивает, и, по-моему, человек, который побывал в таких вот местах, мне кажется, он всю жизнь будет это вспоминать, и его будет все равно тянуть вновь и вновь побывать вот, Новые и новые земли, да? да, в северных, на северных наших территориях. Вот. И Владимир, у меня вопрос такой. А как вы вообще пришли? Ну, это же увлечение, это же уже получается у вас практически образ жизни. ну да, это Да. уже как бы Так, оп. Пройди. Ага, так. Нет. образ жизни, Да. потому что все-таки, как сказать, у нас самый простой способ, по-моему, сохранить, укрепить здоровье, это закаливание, вот, который доступен абсолютно каждому человеку, вот, особенно ребенку. Вот, и закаливание, оно, то, что мы проживаем на севере в таких вот условиях суровых, мне кажется, закаливание детей, закаливание взрослых, вот, оно тоже должно быть частью, наверное, нашего образа жизни. Вот, для Ну того, да. чтобы противостоять различным инфекциям, там, заболеваниям. Вот. Тем более у нас лекарства дорогие, все как-то. И этот вопрос, мне кажется. Заранее уже с корнями, да? Уже? Да, чтобы дети. Вот мы были в Красноярске, там, значит, очень много в Красноярске в самом находится таких закаливающих клубов. Это самые клубы моржевания там. Вот, и я посмотрел вот их опыт работы, посмотрели их базы. Вот, Красноярские, Благовещенские вот, были мы. И, конечно, вот хотелось бы, чтобы у нас в городе Якутске вот такой центр возник, центр закаливания, вот, где-то вот ближе к водоему, к природному источнику, где могли люди с семьями, с детьми приходить, купаться в сауне, там, в бане где-то посидеть, погреться. Там тренажерные залы в этих клубах стоят, то есть Ну, то есть спортивно-оздоровительный комплекс конечно, какой-то конечно, такой, да? да. И у нас вот в городе Якутске, мне кажется, такой один-два таких центра, мне кажется, они будут популярны. А вообще есть у нас они такие? У нас вот нету, вот, поэтому мы сейчас вот по окончании вот этих вот поездок все-таки хотим вот выйти на правительство нашей республики, на спорткомитет, вот, чтобы нам как-то вот это дело совместно реализовать. Но я думаю, Может, какой-то грант выбить и все такое, да? ну вот надо подумать, да, надо пообщаться. Ну, попробую, скажем так, возразить, да, потому что, ну, одно дело, да, ну, вот то, что сказали, баня, ну, вышел там, прорубь условно нырнул, да, но это же все-таки чревато, если это сделать неправильно.
Ну, и Переборщить всегда можно. конечно, это любое, Да. это самое... Ну, то есть, опять же, такие специалисты нужны, которые, ну, особенности физиологии каждого человека должны ему, ну, некое обследование сначала провести, ну, тем более, если Ну ребенок, да, здесь, конечно, да, помимо желания у человека еще должно быть состояние здоровья, все там это самое, чтобы с чего-то может Да, быть. как говорится, была начальная точка, откуда укреплять, скажем так, да? Да, Ну, да, вдруг вот кому-то да. есть противопоказания, может быть. Это естественно, здесь Мгм. должно быть все грамотно и без фанатизма. То есть человек должен подходить потихоньку. Начинать можно просто даже вот с холодной воды, вот ладошку воды набрали утром и вечером. Утром на работу идете, встали, лицо сполоснули, голову немножко смочили. И достаточно. Ну, Вообще ледяной водой. вода должна быть максимально холодной. Ага, Да, ледяной. вот ледяная вода, которая из-под крана течет, вот достаточно ее, раз лицо сполоснули, голову намочили. И Это достаточно. уже закаливание. Это уже начало. Да? элемент закаливания, то есть можно начинать вот с такого момента. Вот. Ребенка взял, младенца. Ребенка, раз, да, но ребенка надо так, чтобы он не боялся. Потому что если ребенок страх испытывает, лучше не делать этого. Потому что ну тот чтобы человек уже получит, под корку не да, село. человек получит только отрицательное. Вот, поэтому здесь не надо. Здесь надо либо отец, либо мать, они должны как-то с ребенком так аккуратненько и его это водичкой там побрызнуть. Особенно после баньки, там где-то его помыли горячей водичкой, допустим, там покупались и все. И потом в Ну, то конце есть- обязательно немножко холодненькой. Да, на контрастах, чтобы человек почувствовал этот кайф, да? Да, последнее в купании это холодненькая водичка должна быть. Мгм. Все, она как бы это самое. И желательно не растираться, просто там промокнуть с полотенчиком, и все, и достаточно. То есть вот такие вот элементарные вещи, они помогают человеку укрепить свой иммунитет. Ну, Противостоять казалось бы, элементарный, но многие про это знают, но редкие не люди, делают, да. редкие это люди делают. Да, это есть такое, да. Но здесь тоже, мне кажется, какая-то должна быть все-таки у людей культура, наверное, все-таки закаливание, потому что не все у нас в медицине подвластно, к сожалению. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, надо природные какие-то... И босичком по земле ходить по траве, это тоже очень сильно укрепляет иммунитет. Потому что мы все люди, мы сейчас как бы изолировались от природы. Вот мы все в обуви, Ну, как- и летом ходим в обуви. И Как бы, зимой. как бы считается, что мы теряем корни, да, Конечно, типа конечно. отходим. Силы, Особенно мы и- городские. Да, силы, корни, вот, и земля, она человеку дает силы, вот. И когда человек босиком ходит, вот, то... Особенно, почему-то раньше, особенно родная. да, почему вот раньше, допустим, вот наши там дедушки, бабушки там босиком все время это самое... Да, бегали, всегда же да? считается так, что босиком по росе, да? Да, Утром, да. Это да. ощущения совершенно такие вот интересные тоже вот. Мы все болтаем, а между тем Семен... У нас уже все готово. У нас Давайте. уже все готово. Ну, пока тут... Да. А давайте вы вот сюда, а давайте Так, я вот давай. так стану, наверное. Мы давайте. И уже у нас уже готово мы сервировать, да? Да. Возьмем нашу рыбу. Да, северная рыба, конечно, она у нас очень уникальная сама по себе. Вот. Она отличается от другой рыбы. Вот. Но, Вы согласитесь с тем, что якутская рыба самая вкусная? конечно, абсолютно. Я абсолютно с этим согласен и уверен. Потому что многие люди, которые вот уезжают на запад, уезжают там в Москву, еще куда-то, да, вот очень скучают вот по нашей именно северной рыбе. Одна и из поэтому, самых да, четких воспоминаний, конечно, да, именно конечно. рыба. И они Отправь поэтому, мне рыбу. да, и поэтому всегда у нас, кто когда уезжает там в Питер, там в Москву или еще куда-то, там Калининград, и обязательно с собой везут там рыбу. Свежую, конечно, такую ее не довезешь, но копченую там, по-моему, это у каждого, наверное, в сумке она лежит. Все-таки, да, гастрономические, вкусовые такие пристрастия довольно такая, ну, казалось бы, странная вещь, да. Вот мой сын, второй курс в Питере, он говорит, ну, отправьте мне мясо, говорит, отправьте мне рыбы. Все время тогда местные свои так. хочет. Человек на этом, если вырос, он уже к этому привык, и мне кажется, любая там другая рыба, другое мясо, оно не будет таким вкусным, как вот свое Так. родное. И лук замариновал Семен у нас. Ну что, как мы Так. назовем наше блюдо? А, еще что-то будешь делать? Соус. Ну вот, думаю, добавить для контраста сметанки. Ну, сметанка, она всегда хороша. Хороша сметанка, особенно когда она деревенская еще плюс ко всему, да? Вот эта вещь очень такая Чтобы ложка стояла. позитивная. Конечно, конечно. В деревне выросли на коровах, на сметане, на молоке. Я предлагаю операторам это поближе снять для общего Может быть, плана. мы вот так вот сделаем это? Опа, Опа, осторожно. горячо еще пока. Когда вот так показать, да? Вот так вот втроем так встать, это самое Мгм. вот нашу рыбку. У нас уже все готово благодаря нашему Семену. Семен,
Ну что, как мы назовем это блюдо и вообще объясни вкратце, что мы вообще сделали. Ну, получается, рыба у нас... А вот так, ага, можно. 6 секунд. Рыбу вы принесли. Мы добавили немножко овощного гарнира. Это свежий сельдерей, лучок, картофель и немного сметаны, маринованного лучка. Вот самое то, что говорится. Все простое, все натуральное. Ну, Да, как тем мы более у обычно нас- говорим, просто вкусно. Просто и вкусно. Тем более у нас Да, да, сейчас да. во дворе осень Ага. и осенние, как говорится, овощи. Самое то. То, что Я наш вот как огород раз хотел балует. вот спросить у вас, а во время экспедиции вы как питаетесь? Так, во время экспедиции, конечно, часть приходится подножного корма использовать, потому что на себе много не унесешь. Вот, и, естественно, там, и если есть возможность, допустим, рыбалки, вот мы ее всегда практикуем. Вот, где-то какие-то там природные, допустим, растения, там грибы, ягоды, это тоже в обиход идет постоянно. Ну и чай. Чай, вот это, конечно, Таежный чай, да? таежный чай, это у нас, по-моему, во главе угла стоит, и мы его завариваем практически с любых трав, которые там вот, ну, эти съедобные встречаются. Вот, я сам очень люблю вот чай, такой вот именно свой, когда сам вот делаешь вот, это можно даже вот бруснику, там, хоть, там можно... Толокнянку. Да, у брусники там все съедобно, и корни, и эти листья, и ягоды. Вот, то есть она хорошо заваривается в термосе, прямо можно заварить ее. Вот, это шиповник, у которого тоже все практически используется. Витамин С Да. просто зашкаливает. Конечно, это самое, это все, да. Можно смеси делать разные вот из трав, там, из ягод. Это тоже, мне кажется, очень хорошо. Вот, и на зиму обычно всегда заготавливаем. Вот такую вот, ну, разные смеси, листья смородины там. Но у нас очень много, у нас республика, конечно, очень богата вот на такие вот. Мне кажется, в любом, по-моему, месте, где бы мы ни находились, в каком уголке нашей республики, вот можно всегда чай найти, насобирать, заварить. Ну, главное знать. Ну, знать, самое главное знать, конечно, да, вот. И там уже, так сказать, без чая не останешься. А Вот. вы травы кушаете? Вот которые, вот, допустим, вот в путешествиях, да, в поездках? Травы, ну, Потому что у меня случай был, да, ну, щавель вот единственное. всегда только. считается, что якут траву не ест, да? А мы Ну. были в Жиганске, туристы были из Китая. Мгм. Они прямо вот, ну, рядом, чуть ли не с туалетом, вот такую охапку, короче. Всего чего-то нарвали, принесли с мясом, всю эту траву съедают. А мы же траву не думаем, вроде как Чё бы там, это такое, да? что это такое? Ну да, Ну, кажется, нет. там руккола, там что-то, как будто А. листья салата, может, я не знаю даже, ну вот, Ну, нет. хотелось бы знать, да, тоже, потому что Ну, же, ну, может быть, это Ага. самое. Но у нас нет. Мы так, обычно вот, которые часто встречаются, смородина, там лук полевой, кстати, тоже, да, вот. чеснок, ну. Да, этот шиповник, брусника, там какие у нас там голубика. Вот голубики, кстати, тоже очень много встречается вот на севере. Вот. Поэтому вот мы были в Норильске проездом, когда ездили вот на Диксон. Там голубики очень много. Мгм. Очень много голубики. На автобусе едешь, и прямо это такие Синие поля, синие поля такие, все это. Но ее там место не собирают, потому что там очень плохая экология. М. Потому что вот Норильский никель, там как раз вот эти все трубы, там все дымит, и оно как бы этот территорию. Считается, что уже как бы Да, загажено. там уже как-то собирать ее тут, это надо куда-то ехать подальше, где нет этих выбросов. И... Норильский никель, эти тяжелые Мгм. металлы, Ну да. всё такое. Мгм. Там да. А так вот едешь, когда да, я вот такого, конечно, количества ягод в голубике вот не видел. Я ее сам очень сильно люблю, голубику вот. И там вот едешь и думаешь, так бы ее насобирать, елки-палки. Но Если вот голубики много, медведей много. да, наверное, там это однозначно, скорее всего. Ну что ж, Давайте пробовать. давайте пробовать. Мгм. Собственно, почему мы собрались-то? Основное. одно из Собрались попробовать, да? основ- собрались попробовать. Мы немножко ее... Так, мы сейчас вот так вот. Давайте лучше. Да, мы наоборот сделаем тогда. Это вот сюда поставим. Вот. А чуть-чуть поближе к Семену, да. Не, мы можем эту доску, чтобы ее было видно зрителям, может быть, мы вот так вот сделаем. Давайте. Мгм. Вот. А ее, может быть, вот так вот маленечко наклонить или так сделать. Нормально видно. Видно, Мгм. ребята? О, вуаля. А я продолжаю фотографировать. Ну что, Семен?
Нарезай, попробуем, что получилось. Наша северная рыба, которая, по идее-то, не должна со стола сходить, да? Ни в одной семье нашей республики. Хотелось бы, конечно, чтобы она тоже у нас была более доступной в рационе каждой семьи. Так, спасибо. Ну, спасибо. Ну что, Будем пробовать. да, бон аппетит. Приятного аппетита. Бон аппетит. Чудесно. Да. Что скажешь? Скажу, что рыба невкусной не бывает. Да, хорошую рыбу испортить, как говорится, сложно. Да? Да. Особенно с таким шеф-поваром тут. Да. Очень вкусно. Очень вкусно. Так, Во-первых, и да. вкусно. Просто вкусно. Во-вторых, это же все натуральное. Все просто и полезно, и вкусно. Ну что ж, Владимир, хотелось бы вам спасибо сказать за то, что вы любезно согласились быть гостем нашей передачи. Семену еще раз спасибо. И, может быть, какие-то пожелания нашим телезрителям? Ну, пожелания, да, конечно, следить за вашими передачами, программами, они очень интересны, на самом деле, познавательные. Вот у нас впереди тоже есть очень много планов, Да, про планы свои. экспедиций. Вот, сейчас, значит, у нас планируется большая экспедиция Арктическое кольцо, это вот тоже там на Диксоне на следующий год планируем проплыть достаточно большое расстояние. Вот у нас экспедиция сейчас еще одна планируется, это с Японии до материковой части, тоже вот это в следующем году. И, Охотское море, да? Да, Охотское море. Вот, и одна экспедиция еще уже тоже совместная с иностранцами, это Карелия. В Карелии там тоже большое мероприятие планируется. Вот, и мы сейчас вот тоже наша задача это найти спонсоров, не спонсоров, но тех организаций, которые бы нам смогли помочь в проведении таких вот экспедиций вот масштабных. Вот, и мы хотим все-таки выйти на правительство нашей республики, на спорткомитет, чтобы нас как-то включили в календарный план. И вот мне кажется, такие вот экспедиции, они очень познавательные, очень интересные, очень познавательные. И пропагандируем здоровый образ жизни, закаливание. Вот. Ну и нашу республику, соответственно, тоже, потому что с флагами нашей республики мы хотели бы, так сказать, тоже Прокладывание новых маршрутов, да? новых идей. Вот. Ну и, соответственно, конечно, центр закаливания. Все-таки это, мне кажется, основной упор надо сделать вот на то, чтобы у нас все-таки в Якутске появился такой центр. Хотя бы небольшой, но с чего-то нужно начать. С чего-то начать. Да, с чего-то начать для того, чтобы мы могли оздоравливать наших детей, наше поколение, нашу нацию. Вот. И такие вот планы. Ну а всем зрителям пожелать крепкого здоровья, вот, удачи и свершения вашей мечты. Ну что ж, хорошо. Да. Еще раз, Владимир, спасибо вам Еще раз большое. спасибо. Ну а я Петр Цепангин, эфирное время не резиновое, к сожалению, программа «Просто вкусно». Смотрите нас на канале Якутия-24 по субботам, воскресеньям 18:15. На этом мы прощаемся. До новых встреч, друзья. До свидания. До свидания.